Сегодня я хотел бы с вами поговорить о клановой системе Республики Татарстан. Тема важная, бесспорно, местами конспирологическая, но она имеет место быть. Что-то лежит на поверхности, что-то скрыто, что-то мы не знаем в силу тех обстоятельств, что не находимся внутри этой системы. Однако же общее пояснение и общее описание мы дать, конечно, в состоянии. Итак, в Республике Татарстан существует два крупных клана. Я думаю, для всех очевидных. Это клан Шаймиева и клан Минниханова. Ну, как еще его говорят, клан Шаймиевых, клан Миннихановых. Есть поменьше, так сказать, ответвления от них, но так или иначе они примыкают к этим двум столпам. Клан Медшина, условный, да, силовой, промосковский, блок промосковский, клан, он тоже существует. И они, естественно, находятся в взаимодействии, в плотном сотрудничестве, где-то в антагонизме, но при этом они согласны в том, чтобы не открывать друг против друга открытую войну, открытую вражду. Вот отличительная особенность политических элит Татарстана заключается в том, что у них есть некий негласный пакт относительно того, что мочить друг друга открыто не очень хорошо. Неправильно это. Москва может этим воспользоваться, или Москва, или приближенные к ней финансово-промышленные группы, и от этого будет плохо всем. И ведь несколько таких атак уже было предпринято на Татарстан. Ну, вот из самых недавних, это атака 2017 года, Раздербан, Татфонд банка и всей финансово-банковской системы Республики Татарстан, атака на язык. Соответственно, не продление договора о разграничении полномочий и предметов совместного ведения между Республикой Татарстан и Российской Федерацией. Продажа Таифа. Таиф является важной группой компаний, которая находилась под управлением клана Шаймиева. А туда включались наиболее лакомые куски татарстанской экономики и промышленности. Казань-Оргсинтез, Нижнекамск, Нефтехим, Татнефть. Не весь, конечно, Татнефть. Несколько процентов, но эти несколько процентов это миллиарды долларов. Они вынуждены были продать Сибуру, потому что Сибур давил и, собственно говоря, пришлось отступить, выйти в кеш. Два сына Шаймиева, Радик и Айрат. При этом они не перестали быть влиятельными в финансовом смысле. В политическом, да, у них нет никакого влияния. Они никогда, кстати говоря, не интересовались политикой. Это отличительная их черта. Они не шли ни в депутаты, они не занимались какой-то общественной деятельностью, они не позировали. Да, занимались с Миннихановым в свое время автогоночным видом спорта. Не более того. А так деньги, деньги, деньги. Окша, окша, окша. При этом семья Шаймиевых считается одной из самых финансово влиятельных семей в России. По-моему, по капитализации она занимает 4-е место в России, семья. И Радик Шаймиев, и его брат Айрат, соответственно, долларовые миллиардеры. В Татарстане таких 4. Шигабуддинов и Сультеев, тоже имевшие непосредственное отношение к Таифу и Татнефти. Вот 4 миллиардера. Вот вам, пожалуйста. Богата земля Татарстана, естественно. Но богата за чей счет, я спрашиваю? И вы, наверное, спрашиваете. За счет людей. Потому что недра и все, что есть, принадлежит народу Татарстана. Кто-то может быть, конечно, богаче, кто-то может быть беднее в силу ряда обстоятельств, но не настолько же. Когда большая часть людей находится у черты бедности, а какая-то часть, очень тонкая прослоечка, жирует, богатеет и в ус не дует. Короче говоря, клан Шаймиевых
после ухода Минтимира Шаймиева с поста президента стал ослабевать в политическом смысле. И фактическую эстафету принял племянник Минтимира Шаймиева Ильшат Фардиев. Интересный человек, он и внешне очень похож на Шаймиева, и манера его поведения достаточно образованный, харизматичный, надо признать. Я имел возможность и с ним общаться. Ну, человек производит определенное впечатление, да, яркий. Он возглавлял в свое время Татэнерго, один из крупнейших холдингов, один из крупнейших экономических предприятий в Татарстане. Но после известного разделения чубайсовского этой системы на генерирующие и распределительные сети энергетические, Татэнерго перестал существовать. Так вот, в 2010 году, там отдельная история, я про это тоже расскажу, как происходило назначение тогда Рустама Минниханова на должность президента. Тогда не было прямых выборов. Их отменили как бы по представлению Путина. Тогда был Медведев в 2010 году. Парламент, Госсовет Татарстана, соответственно, голосовал за предложенные кандидатуры. Тогда эти кандидатуры были, кстати говоря, Шаймиев, Минниханов, Мухаммедшин и Медшин. Все как обычно, четверка незыблемая. Так вот, согласно пакетному соглашению между Шаймиевым и Миннихановым, Ильшат Фардиев назначался вице-премьером, куратором топливно-энергетического сектора, ТЭК. Ну, так, он должен был стать таким Сечиным, татарстанским Сечиным. То есть вся нефтянка, понятно, газовые системы распределительные, энергосистемы распределительные должны были аккумулироваться в руках клана Шаймиева. Я точно не могу сказать, насколько этот пакт был заключен. По-моему, ну, согласно моим источникам, на один президентский срок. Условно до 2015 года. Но случилось нечто иное, и спустя 3 или 3,5 года Минниханов убирает Фардиева и вообще расформировывает весь этот блок вице-премьерский по ТЭКу. Потому что, понятно, это конкурирующее звено. Там были у них проблемы с Таифом у Минниханова, потому что они отказывались платить в бюджет предприятия Нижнекамск нефтехим. Там были судебные тяжбы, судебные решения. Ну, в общем, это вот такой вот пик противостояния. Но он был. Не признать этого нельзя. И после этого клан Шаймиева постепенно уходит с политической повестки. Шаймиев до сих пор присутствует, понятно, в качестве государственного советника Республики Татарстан, формально второго человека в Татарстане, но он уже не принимает активного участия в публично-административной политике. В публичной, да, где-то показывается, делает какие-то заявления, выставки, открытия, какие-то ленточки перерезает, естественно, вот Свияжск и Булгар, это все как бы, вот его епархия. Дальше нет. Но клан остается, потому что на него очень многие ориентированы, потому что у них финансовые рычаги сильнейшие, у них связи. Клан Минниханова ворвался в активное политическое поле под сенью клана Шаймиевых, это тоже всем понятно. Клан Минниханова состоит тоже из нескольких структур, они разные, но в принципе они также охватывают большую часть всех финансовых и экономических авуаров Республики Татарстан. Что интересно, одним из таких модераторов между Шаймиевым и Миннихановым является нынешний руководитель администрации Минниханова Азгат Сафаров, который был охранником, руководителем службы безопасности Шаймиева, был министром МВД Татарстана до известного бутылочного скандала, когда он вынужден был уйти с этого поста, был вице-премьером, и вот назначен руководителем аппарата. То есть это такой вот медиатор.
близкий к Шаймиеву, ну и близкий к Минниханову, потому что руководитель его собственного аппарата, один из ключевых персонажей. И так получилось, что у Шаймиева с руководителями аппарата собственного получалось не очень. Это и Халяф Низамов, это и Ахзам Губайдуллин, которые, кстати говоря, интриговали против него «Будь здоров». Ахзам Губайдуллин одно время в начале 2000-х годов был на контакте с Кириенко, тогдашним полпредом президента в Приволжском федеральном округе, и имел с ним планы снести Шаймиева. Это тоже было. Халяф Низамов так вообще перешел в открытую оппозицию к Шаймиеву. Потом был назначен человек, в общем-то, достаточно неприметный, Юрий Земельевич Камалтынов. Сейчас он, по-моему, вице-спикер Государственного совета. Ну и впоследствии уже пришел Сафаров. Короче говоря, так или иначе, клуб сторонников, скажем, Минниханова концентрируется вокруг него. Но у Минниханова еще есть старший брат и младший братишка. Старший брат сейчас назначен президентом Академии наук Татарстана, Ривкат Минниханов, а младший братишка уже долгие-долгие лета является главой администрации Сабинского района Республики Татарстан. Это клан. Раис Минниханов, зовут, кстати говоря, младшего Минниханова. Вы знаете, что сейчас по Конституции Татарстана и по российским законодательным реалиям президент может быть один, поэтому в Татарстане официально президент называется Раис. Раис Минниханов. Вот есть Раис Минниханов, фамилия, имя. Но вот если его изберут, в случае чего, кто его знает, то он будет Раис, как наименование должности, Раис как имя и Минниханов как фамилия. Так что все глубоко, скажем так, символично. А что еще интересно? Об этом можно рассказывать долго и кропотливо, потому что тема очень обширная. Необходимы определенные выкладки, цифровые, и графики возможно рисовать. Сейчас просто я решил сделать такую более вводную беседу на этот счет. Халиков, который слетел по итогам 2017 года. Помните, Татфондбанк, известный финансово-банковский кризис? Это был человек Шаймиева, родственник по линии жены Сакины Ханум. Таковых очень много было. Кстати говоря, клан Медшина, который тоже выделяет в отдельную группу, в принципе, как подгруппа, это действительно существующая институция, они тоже связаны с кланом Шаймиева, ну, по дальней родственной линии, как говорят, опять-таки, свечку не держал, сказать не могу. Ну и, собственно говоря, вот эти вот два клана, в большей степени сейчас клан Минниханова, двигает на федеральный уровень так называемый татарский клан. Это вице-премьер правительства России Хуснуллин, министр строительства Ирик Файзуллин, который был в свое время замом Хуснуллина, когда тот был министром строительства ЖКХ в Татарстане. Вот сейчас они курируют две важные сферы. Строительство — это вообще, как известно, во всех странах один из двигателей экономики. Там крутятся большие деньги. Ну и на более, так сказать, мелких должностях есть свои люди, такой как, например, глава Мордовии Сдунов. Он был тоже министром экономики, кадровый чекист, в общем-то, фактически откомандированный на эту должность. Ну и как бы сеть очень тонких взаимоотношений с различными финансовыми группами. То есть клан Миннихановых в этом смысле ушел дальше, чем клан Шаймиевых, который все-таки более капсулировался внутри себя. Более капсулировался, республика как крепость. Минниханов от этой концепции отошел. Что здесь примечательно? И тот, и другой клан, в общем, чувствуют себя достаточно хорошо. Да, иногда случаются какие-то оказии. Да, вот проблема, например, с
другом Шаймиева, с другом Минниханова Минахметов. Ирик Минахметов, друг семьи, был главой Татмедиа, Татспиртпрома, неожиданно погиб в молодом возрасте, в самом расцвете сил. Ну вот там тоже черная кошка пробежала. Есть какие-то вот такие вот нюансы. Они естественны в такого рода клановой системе. Вопрос в другом. И тот, и другой клан обладают колоссальными финансовыми ресурсами, колоссальными организационными возможностями, колоссальнейшими. И авторитетом, бесспорно. Как бы к ним ни относись. Но, как мы видим, в плане развития социальной отрасли, содействия, например, татарскому дискурсу, открытие школ, создание альтернативных очагов татарской мысли и татарской культуры. Ничего этого практически не происходит. Отдельные какие-то проекты есть, но они, что называется, не по сеньке шапка. Они слишком мелкие для этих людей. То, что они делают, я знаю, многие общественники татарские делают куда как лучше, бесплатно фактически, привлекая свои ресурсы. Есть отдельные люди, благородные, честные предприниматели, которые помогают, не кричат об этом, но помогают татарской культуре, татарскому духовному возрождению. Но имея такие возможности, можно было создать параллельный, альтернативный Татарстан, суверенный, который бы рано или поздно стал подосновой нового Татарстана. Или, как я сейчас называю, БТР, Большая Татарская Республика. Посмотрите, что у нас происходит. Школ нет, очагов национальной культуры практически нет, ну там 2-3 театра, какие-то фестивали, а за пределами этого-то ничего нет, ничего не создано. Все мы зависим от Татарстана, а так не должно быть. Нация не может зависеть от протогосударства. Кто тогда в этом смысле главенствующую роль занимает? Кто более субъектный, нация или же территориальное образование? По-моему, вопрос понятный и ответ более чем очевидный. Конечно, нация. Нация должна существовать вне контекста территориально-политических проекций. Но этого сделано не было. Нету поддержки татарских интеллектуалов, лидеров общественного мнения. Эти люди не занимаются фактически благотворительностью. Я не вижу, чтобы они этим занимались. Я просто неплохо знаю эту ситуацию. То, что они делают, это, я извиняюсь, просто капля в море с их возможностями. С другой стороны, они могут говорить, что деньги любят тишину. Мы не лезем туда, мы не лезем сюда. Ну не лезьте. Но те деньги, которые вы имеете в своих карманах, это же деньги людей. Это деньги граждан Татарстана. Это деньги татар. И не только татар. И русских, и марийцев, и чувашей, которые живут в Республике Татарстан. Это их деньги. И они имеют право на то, чтобы эти деньги были потрачены на их потребности социальные, политические и духовные. Пока что в этом вопросе никаких подвижек нет. В свое время Шаймиев сказал про своих сыновей: мои дети успешные бизнесмены. Отлично. Но богатые богатеют, бедные беднеют. Это та история, с которой мы столкнулись буквально нос к носу. Но нехен бернарсядай шлянельми. Почему ничего не делается? Как я уже сказал. Почему не создаются центры эти, культурные и прочие, think-танки, центры мысли, центры поддержки? Они есть, но в очень зачаточном состоянии. И питаются они из бюджета Татарстана. Но вот эти вот миллиардеры,
вот эти вот клановики, которые владеют газетами, заводами и пароходами, они не просто могут, они должны отдавать на благо нации, на благо народа. Возможно, этот мой призыв звучит излишне популистски, излишне эмоционально, но если об этом не говорить, то ничего из этого не случится. Кланы крепчают. Но если случится так, что республику будут громить, будут раскулачивать и эти кланы, я вас уверяю, и никто не станет на их защиту. Никто. Раскулачили клан Рахимова соседний. Запросто и легко. Раздербанили республику. Так что те люди, которые находятся во власти там 30, 40, 50 лет, дети и внуки которых миллиардеры долларовые, они потеряли, наверное, ту самую связь, ту самую нить с реальностью. Но мы должны им напоминать о том, что народ, который все это видит, в случае часа X не придет на помощь. А почему он должен приходить на помощь? Когда будут кричать, республику уничтожают, никто не станет на защиту, потому что они отождествляют республику с этими людьми, с этими кланами. Аристотель сказал одну очень важную вещь. Полис – это то, что касается каждого, это то, что задевает, вернее, каждого. Вернее, будет перевод с греческого. Задевает каждого. Республика – это res publics, общее дело, джумхурият, тоже от арабского общее. Джумхурият, общее дело. Но имеем ли мы отношение к этому общему делу? Чисто символически, идеологически, интеллектуально, виртуально возможно, но практически никак. Простые люди так вообще заключены буквально в клетку отношений. Тогда это не республика, это монархия, или даже так. Это феодальная система. Да, это феодальная система. Есть свои сеньоры, сеньоральные семьи. Есть их клиентелы, которые находятся в орбите их влияния. А есть крепостные. Есть зависимые от них люди. Черный люд, так называемый. Корахалак. Но живем-то мы сейчас в 21 веке. Если мы хотим развиваться, а не просто выживать, то мы должны переосмыслить очень многие моменты, в том числе связанные с служением этих кланов, раз уж они сложились, интересам республики и нации. По-другому никак.